Доброй ночи, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о том, почему бунтуют ингуши. Речь идет о последних событиях, связанных с передачей части земли на востоке Ингушетии, соседней республики Чечне по договоренности. И вот ингуши подняли бунт из-за того, что эта земля передается чеченской стороне без согласования с народом, без референдума, волонтаристским путем, как они считают. На этой земле находятся важные какие-то исторические памятники ингушские, могилы. И поэтому ингуши считают, что эта земля должна оставаться на территории Ингушетии. В чем подоплека этого конфликта? На самом деле, самое примитивное объяснение – это нефть. Якобы там нашли нефть. И президент Чеченской республики эту нефть хочет подобрать под себя. Но на самом деле мы не знаем, есть ли там нефть. Об этом не знают толком ингуши, об этом толком не знает никто. И я считаю, что причина совершенно в другом. Причина состоит в разнице менталитетов ингушей и чечен. Хотя многие считают эти два народа не просто братским народом, войнавским народом, а единым народом, с единым языком, единой верой, едиными традициями, единым социальным укладом. Но на самом деле, возможно, все было бы так, если бы не две большие чеченские войны, которые начались при Ельцине и закончились при Путине. Эти чеченские войны, они развели эти два народа по разным эволюционным направлениям. То есть два народа стали эволюционировать в разных направлениях. Или можно сказать так, две ветви одного народа стали эволюционировать в разных направлениях. Для того, чтобы понять, что случилось, нужно сказать несколько слов о социальной организации ингушей и чечен. Эти два народа устроены по принципу тейпов. Это тейповые республики. Что такое тейп? Тейп – это род, который возглавляют старейшины. У каждого рода есть глава, и каждый род себя считает таким автономным образованием, такой большой семьей, которая отстаивает свои интересы и которая защищает всех своих членов. Такая форма первобытно-общинного и феодального строя одновременно. Причем это есть и в Чечне, и такая же система есть в Ингушетии. Но после двух чеченских войн тейпы Ингушетии и тейпы Чечни стали развиваться по разным направлениям. Если меня смотрят представители этих двух национальностей, я очень прошу отозваться на мой ролик. Если меня смотрит мой друг чеченец Яхсан, привет, с которым мы учились когда-то в Ростове вместе на филфаке и жили на Турмалиновке в общежитии. Яхсан, я очень тебя прошу, отзовись, пожалуйста, на этот мой ролик и скажи свое мнение, прав я или не прав. Итак, в чем же отличие эволюции чеченских и ингушских тейпов? Оно заключается вот в чем. Когда началась первая чеченская война в начале 90-х и потом началась вторая чеченская война, то тейпы Чечни стали развиваться немножко по другому направлению. Это направление можно обозначить как диаспорное направление. Чеченцы стали активно разъезжаться по всей стране и по всему миру. И связи между членами тейпа стали в большей степени виртуальными. Тейпы стали в большей степени диаспорными. В Ингушетии войны не было. Поэтому в Ингушетии тейпы остались такими, какими они были раньше. И они оставили за собой большую привязку к земле. То есть они в большей степени заземлены, эти тейпы, чем тейпы чеченцев. Для них земля важнее, поскольку они не разъезжались, они оставались на месте. И именно поэтому, они эволюционировали в старом традиционном направлении. То есть ингушский тейп, он очень сильно
завязан на территорию и на землю, на которой он проживает. Гораздо в большей степени, чем чеченский современный тейп. Именно поэтому ингуши на любые изменения в отношении земли будут реагировать сегодня гораздо острее, чем на это реагируют чеченцы, которые перенесли две страшные разрушительные войны в 90-х и в нулевых годах. Еще раз подчеркиваю, да, в чем отличие между тейпами Ингушетии и тейпами Чечни. Тейпы Чечни сегодня носят в большей степени диаспорный характер, эволюционируют в сторону диаспорных отношений, то есть тейп раскинут по всему миру, а тейп ингушский в большей степени является тейпом феодальным, то есть он в большей степени завязан на конкретную определенную землю, на те или иные участки ингушской земли. То есть для тейпа Ингушетии земля имеет гораздо большее значение, чем она имеет для тейпов Чечни. Вот почему мы видим бунт в Ингушетии, и вот мы почему не видим бунта в Чечне. Разница в менталитетах. Да, есть и другие причины. Эти причины озвучиваются, называются, возможно, они справедливы, возможно, несправедливы, но главная причина – это разная эволюция двух этих народов, которые проходят на наших глазах, начала проходить на наших глазах. Этот момент очень интересный. Я буду следить за всеми событиями, которые проходят в Ингушетии и в Чечне, тем более я там был этим летом, был во всех этих местах, разговаривал с людьми, с ингушами и чеченцами. Это действительно сегодня два разных народа, между ними есть очень сильное отличие. Если охарактеризовать в двух словах, то чеченцы в большей степени представляют собой народ униженный, народ с комплексом неполноценности, народ завоеванный. Ингуши сохранили ощущение собственной свободы и собственного достоинства. Они как бы возвышаются над существующим порядком. И в том числе над пребыванием России, Российской империи, над их территории. Они как бы выше этого. И это очень хорошо заметно. Если у вас, дорогие друзья, будут какие-то комментарии, рад буду их выслушать. Спасибо за внимание. Спокойной ночи.